Выдающийся ученый, замечательный педагог, талантливый организатор науки, академик Академии наук Казахской ССР, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии КАЗ СССР Урымбек Ахметбекович Жалтыков родился в 1911 году в ауле Кызыларай Актогайского района Карагандинской области. По окончании физико-математического факультета Казахского педагогического института имени Абая талантливому выпускнику предложили работу на кафедре математики. В 1939 году его пригласили в Ленинградский государственный университет. Урымбек Жалтыков поступил в аспирантуру, экстернат научно-исследовательского института математики и механики при ЛГУ. Однако завершить научную работу под руководством профессора Натансона ему не удалось. Помешала Великая Отечественная война. Урымбек Жалтыков вернулся в Алмату и продолжил свою научную деятельность под руководством Персидского, профессора Казахского государственного университета. Научную деятельность Урымбек Ахметбекович успешно сочетал с преподавательской. В родном институте он прошел путь от старшего преподавателя до заместителя директора по научно-учебной части. В 1945 году Урымбек Ахметбекович принял участие в создании сектора математики и механики Академии наук Казахской ССР и позднее возглавил его. В этот период им успешно осуществлялась разработка теории бесконечных систем дифференциальных уравнений. Исследования легли в основу его докторской диссертации, которая была защищена в 1961 году. За фундаментальные исследования в области теории дифференциальных уравнений и за значительный вклад в развитие математической науки в 1962 году Общее собрание Академии избрало Урымбека Ахметбековича Жалтыкова академиком Академии наук Казахской ССР. Деятельность ученого Жалтыкова многогранна. Он стоял у истоков появления журнала «Известия» Академии наук Казахской ССР, серия «Физико-математическая». Немало усилий приложил для образования в Алмате лаборатории вычислительной математики, где была установлена первая в республике электронно-вычислительная машина «Урал». Находясь на должности заместителя директора, внес весомый вклад в организацию Института математики и механики Академии наук Казахской ССР. Сегодня институт – крупнейший математический центр Казахстана. Жалтыков опубликовал более 200 научных статей, ряд научно-популярных книг и монографий. Он автор учебников по математике для студентов на казахском языке. Широкое признание не только в СССР, но и за рубежом получила монография «Бесконечные системы дифференциальных уравнений», написанная совместно с профессором Валеевым. За эту работу Жалтыков в 1976 году был удостоен звания лауреата Государственной премии Казахской ССР в области науки и техники. Ряд разработок академика Жалтыкова до сих пор используется на производстве, в частности в нефтяной промышленности. Признанием научной и практической ценности проведенных Урымбеком Жалтыковым исследований явилось присвоение ему в 1974 году звания заслуженного деятеля науки Казахской ССР. С 1969 по 1985 годы Жалтыков, как талантливый организатор, возглавлял отделение физико-математических наук, одновременно занимая должность академика-секретаря и являясь членом президиума Академии наук Казахской ССР. Отделение объединяло 5 научно-исследовательских учреждений: Институт ядерной физики, Институт физики высоких энергий, Институт математики и механики, Астрофизический институт и сектор ионосферы. Академик Урымбек Ахметбекович Жалтыков был человеком разносторонним. Он читал лекции не только студентам и молодым ученым как у себя в стране, так и за рубежом, но и ученикам Республиканской физико-математической школы, одним из основоположников которой являлся сам. Традиционная международная олимпиада по математике, физике и информатике среди специализированных школ мира, проводимая в Республиканской физико-математической школе, заслуженно носит имя выдающегося ученого, всю свою сознательную жизнь посвятившего науке и подготовке научных кадров среди казахской молодежи.